Увидеть Дуэйна Джонсона в супергеройском трико, влиться в свиту Воланда, достать ножи и, наконец, дождаться «Аватара 2». Наши планы на остаток 2022 года грандиозны. Нас ждут крупные премьеры как на больших экранах, так и на онлайн-площадках. Перед вами 10 самых ожидаемых фильмов второго полугодия 2022 года. Поехали! «Мы» — киноадаптация знаменитой антиутопии Евгения Замятина. После Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном едином государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа и стеклянные дома, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые древние порывы, чувства и страсти. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле – единое государство. Дата выхода – 8 сентября. «Не волнуйся, солнышко» – психологический триллер Оливии Уайлд с тревожной Флоренс Пью. Флоренс Пью, известная по роли в «Солнцестоянии», сыграла во втором полнометражном фильме Оливии Уайлд. В центре психологического триллера, действие которого разворачивается в Калифорнии 50-х годов, скучающая молодая домохозяйка Элис, живущая вместе с супругом Джеком, роль которого исполнил Гарри Стайлз. Однажды девушка начинает тревожиться на почве того, что ее муж скрывает от нее страшный секрет, который может перевернуть ее жизнь. В фильме также появятся Крис Пайн, Дуглас Смит, Кики Лейн, Тимоти Симмонс и Сидни Чандлер. Дата выхода – 22 сентября. Хэллоуин заканчивается. Дэвид Гордон Грин подводит черту в истории про маньяка Майкла Майерса. Заключительная часть перезапущенной франшизы о невероятно жестоком убийце Майкле Майерсе, который разгуливает с гигантским ножом и в белой уродливой маске. Третья часть слэшера Дэвида Гордона Грина расскажет о событиях спустя 4 года после «Хэллоуин убивает». Кроме этого, в картину привнесут немного действительности. В мире фильма тоже бушует COVID-19. Противостоять неугомонному маньяку снова предстоит героиням Кайл Ричардс, Энди Мэттичак и, разумеется, Джейми Ли Кертис. Дата выхода – 13 октября. «Черный Адам». Дуэйн Джонсон натягивает на мускулы супергеройское трико DC. Спин-офф успешной супергероики Шазам, в которой речь пойдет об антигерое Черном Адаме, заклятом враге Шазама. За постановку отвечает Жауме Колет Серу, в главной роли Дуэйн Джонсон. Его противниками здесь станут члены Общества справедливости Америки, Человек-ястреб, Атом Смешер, Доктор Фейт и Циклон. Дата выхода – 21 октября. Bee Gees Biopic. После успехов Рокетмена и Богемской рапсодии близится совершенно новый уровень продакшена байопиков. Кеннет Бран, режиссер фильмов «Белфаст» и «Смерть на Ниле», расскажет историю 3 братьев Гибб – Барри, Робина и Морриса. В 1958 году они образовали одну из самых успешных музыкальных групп своего времени – Bee Gees, подарившую миру такие хиты, как «Stayin' Alive», «Night Fever» и «How Deep Is Your Love». Дата выхода – 3 ноября. «Амстердам». Историческая драма Дэвида Рассела. Проект описан как романтический криминальный эпик. Действие сюжета происходит в 1930-е годы. Трое друзей, доктор, медсестра и юрист, невольно становятся свидетелями убийства и моментально попадают под подозрение. В бегах им удается раскрыть одно из самых дерзких преступлений века. Дата выхода – 4 ноября. «Черная пантера. Ваканда навсегда». Сестра Черной пантеры берет Ваканду в свои руки. Сиквел нашумевшего кинокомикса Райана Куглера, в котором Черной пантерой стала сестра Тчалы Шури, что удивительным образом совпало с трагическими событиями, связанными со смертью исполнителя роли африканского супергероя. Чедвик Боузман скончался от онкологии летом 2020 года, после чего сценарий полностью переписали. Дата выхода – 10 ноября.
Воланд – киноадаптация знаменитого романа Михаила Булгакова. Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое. Режиссер Михаил Локшин. Дата выхода – конец 2022, начало 2023. «Достать ножи 2» – детективный фильм Райана Джонсона с Дэниелом Крейгом в образе эксцентричного сыщика. Первая часть «Достать ножи» Райана Джонсона превосходно показала себя в прокате. Про сиквел пока известно немногое. Крейг возвращается в образе знаменитого сыщика Бенуа Бланка, а действие будет происходить на греческом острове. Из первого фильма во второй перекочевал только Крейг, не считая его. В продолжении будет полностью новый актерский состав. Каст, мягко говоря, впечатляющий. Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дэйв Баутиста, Кейт Хадсон, Джессика Хенвик и Кэтрин Хан. Дата выхода – конец 2022 года. «Аватар 2» – долгожданный сиквел фантастического фильма-рекордсмена Джеймса Кэмерона. Амбициозный режиссер Джеймс Кэмерон не забыл про свое грандиозное детище. Выращенный на незамысловатой канве Покахонтас, фантастический во всех смыслах «Аватар» все-таки продолжается спустя целых 12 лет. Согласно сюжету, главные герои Джейк и Нейтири обзавелись большой семьей и детьми. Однако помимо Нетей, Лоок и Туктири, они вынужденно принимают еще одного ребенка, родившегося на военной базе планеты Пандора Майлза Сокора. Мальчишка не смог отправиться на Землю, поскольку был еще слишком мал. Мать Нейтири, разумеется, видит в приемном сыне потомка своих заклятых врагов, некогда разрушивших ее дом и убивших отца. Предчувствие не обманывает героиню Зои Салдана. Выясняется, что человеческие захватчики намерены довести дело до конца и завоевать Пандору. Это первое из 4 запланированных продолжений «Аватара», часть съемок которого прошли под водой. Дата выхода – 15 декабря. Это были 10 самых ожидаемых фильмов остатка 2022 года. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и делитесь новой информацией со своими друзьями.